с первого дня вашей белуцидо, биг чвара вашей набаги легда, хоз олуж баги. Напутственные слова поддержки звучат сегодня отовсюду для юных новобранцев. Совсем скоро им предстоит покинуть родные края, чтобы отдать долг своей отчизне. Всего за время весеннего призыва ряды вооруженных сил страны пополнит около 200 молодых людей из Ингушетии. Ребята, как вы видите, лучшие из лучших отобраны. Все ребята имеют водительские удостоверения, образованные, многие дипломированные. Так как мы и раньше отправляли некоторые из этих частей, ребята, которые за ними приехали, покупатели, тоже с нами знакомы многие. Пожелала будущим солдатам успехов и обладательница 2 орденов мужества, ветеран боевых действий Радимхан Магушкова. Большинство ребят, мы как знаем, уходят они подготовленные. И надеюсь, что родители получают благодарственные письма за хорошее воспитание. Я считаю, что воспитание багажей, который человек выносит из своего дома. Самое главное, чтобы они были мужественно себя вели, чтобы показали себя, что они достойны ингуши. Специально для ребят во дворе военного комиссариата была организована концертная программа с участием артистов нашей эстрады. Перед зажигательными ритмами ингушской лезгинки не смог устоять никто. Моусер Ажигов в числе тех, кого отправляют служить в инженерные войска в Москву. Он давно мечтал стать военнослужащим и считает это своим призванием. А уже после окончания службы планирует остаться по контракту. В последние годы призывники из Ингушетии отдают предпочтение Национальной гвардии, ведь служить в их рядах считается престижным. Ислам Арчаков, еще будучи школьником, твердо решил, что пойдет в армию, и после окончания школы сам пришел в военкомат. По традиции, поддержать и проводить призывников в далекий путь пришли их родные и близкие. Мама Ислама Арчакова, конечно же, переживает за своего сына, но в то же время понимает, что служба пойдет ему только на пользу. Солдатам вооруженных сил России предстоит отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов, Мурманск и другие города. Офицеры войсковых частей, или как их еще называют покупатели, специально прибыли в Ингушетию, чтобы забрать ребят в инженерные, железнодорожные и военно-воздушные войска. Прибыли из города Санкт-Петербурга. Часть дислоцируется в пригороде Петербурга. Забираем 3 новобранцев, скажем так, будут служить в войсках противовоздушной обороны. Я думаю, ребята крепкие, справятся со всеми тяготами и лишениями военной службы. Надеюсь, что ваши военнослужащие проявят себя с положительной стороны, освоят свои специальные обязанности и вернутся на родину с чувством выполненного долга. У родственников еще есть пару минут, чтобы попрощаться с близкими, после чего новобранцам необходимо собираться в дорогу. Впереди их ждет настоящая школа жизни. По окончанию военной службы, которая длится ровно год, призывники смогут продолжить службу в армии по контракту или же вновь вернуться домой к родным и близким. Михаил Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24.